Ассаламу алейкум, добрый день, Рифат Чубаров, здравствуйте. Добрый день. У меня в гостях сегодня Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа. Спасибо, что согласились ответить на мои вопросы. Рад вас приветствовать, Рифат. Взаимно. Вот в связи с последними событиями, которые происходят в Украине, с тем, что Совет национальной безопасности и обороны Украины внес в санкционный список чеченских добровольцев, которые находятся с 2014-2015 года в Украине, защищают Украину. В связи с этим у меня к вам, вы как человек, который непосредственно контактируете с этими ребятами, который которые становились поручителем при возникновении кое-каких там юридических вопросов. Хотел бы задать вам несколько вопросов, Рифат. Скажите, пожалуйста, с чем это связано и почему вот это произошло? Была ли этому предпосылка какая-то? Внесение как гром среди ясного неба. Хотя прецедент ранее был, и Тимура Тумгоева выдали, но казалось, на этом украинские власти вроде бы поняли. Евгения Енина уволили, вроде перевели куда-то в другое место, который подписывал депортацию, выдворение, передачу ФСБ Тимура Тумгоева. Скажите, пожалуйста, по этому поводу, что вы думаете? Ну, смотрите, в предыдущем составе парламента Украины, Верховной Рады Украины, я был членом комитета по вопросам прав человека, и, разумеется, еще выполняя и эти обязанности, я много соприкасался с теми людьми, гражданами иностранных государств, которые оказались на территории Украины, и особенно с теми, которые выразили желание защищать украинское государство в самые тяжелые для нее, для украинского государства времена в 2014-2015 году. Но не только с участниками боевых действий нам приходилось заниматься ситуациями, связанными с теми, кто ищет защиты и убежища в украинском государстве. Как правило, это были все люди, которые преследовались российскими карательными органами, ФСБ. Вы знаете, и об этом уже сегодня никто не будет особо спорить. Как только Россия развязала войну против украинского государства, она одновременно попыталась по всему миру преследовать всех своих оппонентов, и особенно с тех территорий, где оказывалось сопротивление московской экспансии, и особенно в Украину полетели очень много запросов по линии Интерпола, по другим каналам на выдачу тех, кто преследуется в России. И среди них были люди разных национальностей и разных национальных республик, которые входят в состав Российской Федерации. И мы пытались максимально разбираться в каждом случае для того, чтобы людей не выдавать на верную смерть. Это без всякого пафоса. Да. И, разумеется, такие ситуации у нас были и в случаях с теми, кто был участником боевых действий, кто был членами добровольческих батальонов. Российские спецслужбы в первую очередь преследовали таких людей, которые действительно помогали Украине защищать ее территориальную целостность. И все те участники, особенно чеченского батальона, грузинского батальона, которые становились известными в России, на них открывалась настоящая охота. И поэтому, конечно, я эту ситуацию, как и некоторые мои коллеги по парламенту, знаем изнутри и знаем очень детально. Разумеется, в условиях, когда страна находится в состоянии войны, я имею в виду наше государство, Украину, то возникает очень много сложных ситуаций и у специальных служб. Тем более очень важно было не торопиться с исполнением
тех запросов, которые приходили с Москвы в Украину. Нам во многом это удалось этого добиться, потому что мы понимали, насколько Российская Федерация незаконно преследует людей. Но, тем не менее, в отношении некоторых, и в том числе уроженцев Чечни, здесь возбуждались уголовные дела, и нам приходилось ими также заниматься для того, чтобы не довести ситуацию до беды. А бедой может быть только выдача этих людей Российской Федерации. Какое-то время мне показалось, что как бы эта ситуация с теми, кто нуждается в защите, и особенно ситуация с теми, кто является участником боевых действий из числа граждан России, на территории Украины и в защиту Украины, мне казалось, что эта ситуация более-менее стабилизировалась. Однако вот в ходе исполнения последнего решения Совета по национальной безопасности и обороне Украины мы увидели в опубликованных списках некоторых людей, которые действительно являются участниками боевых действий. Они снова обратились к нам, и мы сейчас пытаемся довести до тех органов государственной власти Украины, которые имели и имеют отношение к составлению этих списков, чтобы эти, как нам хочется думать, ошибки были немедленно исправлены. А какая вероятность того, что это можно будет исправить? И вообще кого-нибудь уже, кто-нибудь кроме вас заявляет по поводу, что незаконно оказались в этом списке санкционном? Эта ситуация, она сейчас приобретает резонанс. На меня выходили также политические деятели, общественные активисты. Я, по крайней мере, пока придерживаюсь тактики, чтобы нам начать диалог по этому поводу с теми органами власти, которые, как я уже сказал, имели отношение к составлению этих списков, и найти выход из этого решения, чтобы не допустить беды, которая может выразиться в том, что защитников украинского государства мы можем выдать на растерзание карательным органам Российской Федерации. Правда, некоторые во власти, с которыми я говорил, они, видимо, понимая то, что здесь не все, скажем так, не все так чисто, как им хотелось бы представлять, они говорят о том, что у этих людей будет выбор выехать из Украины в ту страну, которую они сами пожелают. Однако это иллюзорный такой выбор, потому что после того, когда на этих людей публично навешали столько ярлыков, их не сможет принять ни одно государство. И тем более для меня непонятно, почему они должны уезжать из Украины. У некоторых из них здесь семьи, родились дети, их супруги являются гражданами Украины. Кто может заставить безвинного человека расстаться со своей семьей и выехать из государства, в котором он живет? Я хочу сказать, что таких людей, о которых мы сейчас говорим, их не так много. Если в целом в списке порядка более 40 уроженцев, как сказали мне мои помощники, которые считали более 40 уроженцев Чечни, то людей, о которых мы с убежденностью говорим о том, что они никоим образом не имеют никакого отношения к тем критериям, по которым составлялся список, таких людей всего 6 человек, и по ним надо немедленно принимать решения. Будем надеяться, будем наблюдать, как будет проходить этот процесс. Спасибо, что занимаетесь этим, и это очень важно. Непосредственно, вы сейчас сказали, что занимаетесь вопросом, чтобы Украина не передавала или не передавала конкретно защитников. Но у меня возникает вопрос, да и мне люди задают такой вопрос. Почему вообще можно воюющей стране, оккупанту, агрессору выдавать людей?
если это не являются, например, их агентурой какой-нибудь, то как можно вообще туда отдавать кого-либо? И тем более ведь известно, что мы, чеченцы, уже на протяжении 25-6 лет боремся за свою независимость с начала Первой русско-чеченской войны. И в том числе и ингуши нам помогали и участвовали в этом. И все равно вот выдали Тимура Тумгоева, и никто не сел. Ну как это такое возможно? Это, ну, с чем это связано, Рифат? Как это такое возможно вообще? Ну, я Нормально? думаю, что если бы сейчас вот вы бы адресовали этот вопрос к сотрудникам спецслужб Украины, я думаю, что у них был бы очень такой ну, широкий ответ э, на ваш вопрос, почему в условиях войны исполняются в рамках Интерпола, я хочу это подчеркнуть, запросы Российской Федерации. И, наверное, одним из первых таких доводов прозвучал бы довод о принципе взаимности. Дело в том, что многие люди, ну не многие, а часть преступников, которые реально совершают преступления на территории Украины, они скрываются на территории Российской Федерации. Они тоже исходят из того, что отношения между государствами являются на самом низком уровне, и поэтому там они могут, ну, как бы реально скрываться. Но Российская Федерация в тех случаях, когда считает, когда исходит из своих интересов, она выдает тех преступников, которые совершили преступления на территории Украины. Но, тем не менее, даже несмотря на это, я тоже считал бы, что во время войны в стране исполнять запросы страны-агрессора невозможно. Это была моя позиция, когда я был членом парламента, я ее отстаивал. Но пока у нас есть то, что есть. По линии Интерпола Украина исполняет все запросы, включая и Российскую Федерацию. Ну, вот тогда по поводу тех преступлений. Мы знаем с вами про Сайнароева Салмана. Я с ним общался, когда еще выдали Тимура Тумгоева. И он у меня пропал со связи. Вот когда тогда была создана комиссия, в которую вы тоже входили по интеграции или по решению вот этих юридическо-правовых вопросов с оформлением добровольцев. И тогда он у меня пропал со связи. Через некоторое время он вышел и сказал, что меня обвиняют в очень тяжких преступлениях, какая-то непонятная ситуация происходит. И потом он снова пропал. И потом я узнал, что он арестован и сидит. И вот здесь распространяется информация на украинских ресурсах. Страна УА, по-моему, называется этот ресурс, что Салман обвинялся в нападении, в разбойном нападении на ювелирный магазин и убийстве одного из охранников. Но у меня была другая информация по поводу этого всего, и что это была фабрикация или попытка фальсификации дела. И я, как человек, который работал в российской вот в этой системе, адвокатской, могу предположить, что то же самое, что происходило в России, может происходить и в Украине, раз Салман не арестован. Вы лично знакомы, под ваше поручительство Салман был тогда отпущен. И вот на украинских некоторых ресурсах пишется, что Салман скрывался, что вот он практически обвиняется, без решения суда обвиняется фактически в этом убийстве. Что вы можете по этому поводу сказать? Что вам известно по этому поводу и вообще про Салмана? Скажите, пожалуйста. Смотрите, ну, мне 63 года, я в этой жизни уже очень многое видел, и, к сожалению, видел очень много, когда безвинных людей безвинным людям могут просто сломать жизнь на основе сфабрикованных, сфальсифицированных, иногда, в общем-то, и таких совпадающихся ситуациях, когда человек не может защититься, ему могут сломать жизнь. И я читал немало запросов со стороны российских карательных органов в отношении конкретных людей, чьи дела здесь рассматривались в Украине. И мы здесь проводили расследования, в том числе суды проводили расследования
в ходе которых выяснялось, что все доводы российской стороны, ну, они просто были высосаны из пальца. Но когда по линии Интерпола поступают все эти материалы, они настолько многим здесь кажутся, ну, такими выверенными и настолько убедительными, что вместо того, чтобы вникать в суть тех ситуаций, которые описываются в этих документах, многие здесь должностные лица пытаются как можно быстрее закрыть этот вопрос, а быстрее можно закрыть только тем, чтобы исполнить этот документ. У меня были ситуации, когда уроженец Дагестана, он никуда не выезжал из своего села, и есть масса документальных свидетельств, которые подтверждают, что он ходил в органы государственной власти, получал справки, лежал в больнице, у него, по-моему, была первая группа инвалидности, а мы получили документы, что он 7 лет назад приехал там, я сейчас не помню, Египет или куда-то, какую-то страну, оттуда еще куда-то, и он участник террористической организации, они его требовали выдать как террориста. И то, что касается, я это говорю к тому, что я хорошо знаю обвинения, уголовное дело, в котором обвиняется, я не знаю хорошо все материалы дела, меня туда никто не допустит, я и не старался, но в части обвинения Сайнароева, Салмана, я действительно участвовал в суде, и я видел, насколько были подогнаны вот эти материалы, на основе которых он обвинялся вот в том участии в преступлении. Как раз Салман и есть одним из участников боевых действий, но в ходе суда это не подтвердилось, и его суд отпустил, изменил меру пресечения и отпустил на свободу. Насколько я понимаю, дело еще не закрыто, но вот наша позиция в том и состоит. И, кстати, с этой позиции соглашаются и все те люди, которые сейчас считают себя необоснованно включенными в этот санкционный список. Но действительно так может статься, что человек вольно или невольно совершил преступление. И таким совершившим преступление человеком может быть и участник боевых действий. Может. Но если человек совершил преступление на территории Украины, его надо судить на территории Украины, и в ходе судебного заседания выявится окончательно серьезность обвинений, которые выдвинуты в отношении конкретного человека. Я знаю, что вот эти 6 человек, которые сейчас себя считают абсолютно непричастными вот к такому санкционному списку, они все не только готовы, чтобы их судили на территории Украины, если у кого-то есть по отношению к ним какие-то подозрения, они могут быть официально выдвинуты, они настаивают на этом, потому что они себя считают абсолютно не вовлеченными ни в какие действия, которые можно назвать преступлением. Вот касательно Интерпола, вот у нас здесь в Германии тоже происходят такие моменты, когда Россия требует, и немцы иногда выдают. И чаще всего это связано с лицами, которые принимали участие в боевых действиях, например, там, в Сирии. Так, против России, кто воевал в последнее время, не припомню. Может, потому что сейчас уже не так много таких людей. Но если же Россия запрашивает по линии Интерпола, и это при том, что Германия и Россия не воюют друг с другом, по линии Интерпола других любых лиц Германия очень тщательно проверяет. И если этот запрос исходит из Чеченской республики, от МВД Чеченской республики, то отказывается сразу же, даже не разговаривает. Да? И если это дело связано с какими-то экономическими вопросами, любыми другими, всегда суд бывает на стороне
чеченцев. И было решение Европейского суда, которое прямо запретило выдавать по требованию, по запросу Чеченской Республики по линии Интерпол. Прям такое решение есть, и мы всегда ссылаемся на это решение. Вернее, вот был случай, когда мы ссылались на это решение, и человек был отпущен буквально через неделю, был задержан, была проверка, и после этого немцы посмеялись и отпустили. И очень странно, конечно, что Украина до сих пор рассматривает такие вопросы. Конечно же, преступник, который совершил преступление в Украине и скрывается в России, он Украине нужен. Но человек, даже не говоря о защитниках, да, защитники это вообще отдельная история. Люди, которые пришли, в этой статье прямо указывается, что кто-то из чеченских добровольцев обвиняет, вот в статье журналист обвиняет, что он незаконно пересек украинскую границу для того, чтобы прийти защищать Украину. Но это просто в голове не укладывается, как можно такие вещи даже писать. Вы, Рифат, знаете, отлично знаете, я тоже слежу за этими событиями, по ситуации с крымскими татарами в оккупированном Крыму. Вы знаете, как фабрикуются дела. Каждый день это происходит. Сейчас мало информации последние дни поступает, но она систематически просто идет. Людей получают огромные сроки, просто невероятно большие сроки, за ни за что. Такое идет геноцид, я его называю по сравнению с чеченским геноцидом лайт-версия, но он не остается геноцидом, и как только мировое общественное внимание сдвинет свой фокус чуть-чуть от Крыма, от крымских татар, я вас уверяю, что там будет вот по чеченскому сценарию геноцид, да, будут массовые казни, как вот в 2017 году были казнены, да и постоянно в Чечне происходят казни, просто на это люди уже не обращают внимания. Ребят, как вы думаете, если вот эта ситуация будет в таком же порядке продолжаться, видя, как Россия нарушает эти все свои же законы, не выдает своих солдат, которые приехали с Испании, даже есть там, да, еще с других регионов, им не выдает. Не считаете ли вы, что это, даже если сейчас не выдадут чеченских добровольцев, это нанесет непоправимый репутационный ущерб Украине? Уже наносит этот репутацию. Ведь можно было их просто взять и вот посадить и все, осудить там, не привлекая указ президента, не вписывая их. Ведь это же явно провокация. Это же, я всячески пытаюсь защитить Украину. Все эти годы пытаюсь защитить ее всячески. Но сейчас у меня просто не остается доводов. И Украина действует, извиняюсь, конечно, даже хуже, чем Россия, потому что Россия даже себе такого не позволяет. Что вы думаете? Смотрите, конечно, вот в таких рассуждениях мне представляется всегда надо видеть все аспекты вот той проблемы, которую мы обсуждаем. Первое, любое общество и любое государство, особенно тогда, когда оно является объектом агрессии, оно должно защищать себя во всех направлениях. Совершенно верно. И, разумеется, во время ведения боевых действий, и это угроза такого широкомасштабного нападения России на Украину, я имею в виду по всем просто фронтам, да. Она еще, эта угроза не ушла. Более того, она нарастает, такая угроза. И, конечно, специальные службы Украины должны и обязаны уделять особое внимание и вопросам, связанным с безопасностью самого общества, внутри в этом обществе. Но вы правы только в том, что это должно проводиться таким образом, чтобы каждое решение, которое принимается на основе действующего закона, оно не только укрепляло само украинское общество, но чтобы оно и максимально
ну, усиливало доверие к этому обществу, и Да. особенно извне, потому что мы очень рассчитываем на максимальную мобилизацию наших международных партнеров в противостоянии российской агрессии. И поэтому для меня, в общем-то, вот само стремление правоохранительных органов, специальных органов Украины упреждать те или иные действия, которые могут ослаблять обороноспособность Украины, они для меня, в общем-то, эти мотивы для меня абсолютно понятны, и я их могу только поддерживать. Другое дело, вот чистота и профессионализм исполнения этой функции. Здесь есть очень много вопросов. И само по себе попадание в список людей, которых, но если бы я еще не знал бы некоторых из них вот лично и не имел бы возможности изучить в предыдущем все обстоятельства их нахождения в Украине, и, кстати, не только среди участников боевых действий, но среди тех, которые ищут защиты, ведь и такие тоже люди приезжают в Украину. Я, конечно, бы не говорил бы о том, что... То есть я тогда бы, может быть, не говорил бы о качестве исполнения вот этой функции. Сейчас мы должны просто это исправить. Если мы это не исправим, последствия могут быть такими, что службам понравится так легко решать поставленные перед нами задачи. Выявление российских агентов, выявление потенциально опасных лиц, которые прибывают в Украину, это архисложная задача. Она профессионально очень сложная. И здесь часто бывает так, что даже будучи уверенным в своих отношениях, подозрениях, сразу нельзя достать доказательства. Но это не означает, что это позволяет сразу тогда рубить шашкой, да, или предпринимать действия, которые будут угрожать жизни этих людей, по отношению к которым принимаются эти действия. Вы знаете, я могу привести, вот вы здесь провели параллель с Крымом. В Крыму за эти 7 лет мы только видим, как репрессии, которые применяются оккупационными карательными органами Российской Федерации, в первую очередь ФСБ, они идут вот по тому алгоритму, который уже они опробировали, скажем, на Кавказе, в Чечне. У нас несколько недель назад была ситуация, когда они даже не стали задерживать человека, они его просто сразу расстреляли в том доме, где он находился. Это то, что давно уже происходит и в Чечне, и в Дагестане, и в Ингушетии, Да. когда окружают дом, объявляют, что там находятся террористы, ставят условия, чтобы женщины покинули, а потом, мол, с мужчинами будут вести диалог, чтобы они сдались, женщины покидают, а дом расстреливают и закидывают гранатами. И вот теперь это пришло и в Крым. Да. Я не исключаю, что завтра, послезавтра кому-то захочется изучить то дело, которое сейчас рассматривается в отношении меня в Симферопольском оккупационном суде 2 дня назад. Так называемый прокурор Крыма потребовал у суда наказания за мои действия по защите собственного украинского государства за события 26 февраля 2014 года, 9 лет лишения свободы в колониях России. И 1 июня будет заседание суда, на котором будет оглашен приговор. В принципе, я не сомневаюсь, что эти документы со стороны российских карательных органов так хорошо подтасованы, что некоторые будут читать и будут думать, какая это вот она тяжелая, это правда. Я сам, когда читал текст обвинения, в котором меня обвиняют не только в проведении, как они считают, массовых несанкционированных мероприятий, но которые сопровождались погромами, вооруженным сопротивлением органов власти, взрывами, убийствами людей. У меня было представление, что я читаю описание какой-то там, я не знаю, берлинской операции
1945 года. И мне даже не верилось, что я один мог столько много натворить. И поэтому я отношусь ко всем тем документам, которые мы получаем с Москвы здесь, в Украине, я имею в виду по линии Интерпола, но не то, что с очень большой долей недоверия, а с абсолютным недоверием. То, что теперь касается в отношении репутации, я здесь согласен с тем, что нам здесь всем надо быть, при всем том, что мы должны понимать обстоятельства, в которых находимся. Я уже говорил, в каких обстоятельствах находится украинское государство, которое, с одной стороны, очень нуждается в международном содействии. Для нас очень важна международная поддержка нашей территориальной целостности. Одновременно мы должны действительно не допускать того, что случилось в Крыму, оккупированном Российской Федерацией в 2014 году. Там пятая колонна, она вела себя абсолютно безнаказанно. Но пятая колонна, которая взращивалась многими-многими годами в Крыму. Да? Пятая пророссийская колонна. И государство на это закрывало глаза. Или то, что могло быть в Одессе в мае 2014 года, или то, что могло быть в Харькове. Но и поэтому мы не можем впредь допускать такого безнаказанного поведения людей, которые несут опасность для украинского общества. Но, я еще раз подчеркиваю, это никому не дает индульгенцию безвинных людей просто выдавать нашему врагу Российской Федерации. Я могу здесь, я же историк, вы знаете, я не хотел бы далеко уходить, но хочу сказать, что вообще официальная политика, отношения между государствами, как правило, они складываются в результате формальных, неформальных договоров, соглашений и тому подобное, но есть еще неформальные отношения между народами. И казалось бы, насколько далеко Чечня и где находится Украина, но я просто знаю, насколько теплыми были отношения между чеченцами и украинцами, особенно после 30-х годов, начала 30-х годов, когда сотни семей украинцев спаслись от голодомора на территории Чечни. Я читал воспоминания, когда одна семья писала, как они перебрались на Таманский полуостров туда, и их боялись приютить в каждом хуторе, в каждом поселке, где, в общем-то, жили этнически близкие к украинцам люди, и они дошли до самой Чечни, и только там они нашли спасение. Я читал воспоминания тех людей, которые попали в село Чечен-Аул, и более 100 украинских семей. Но вы знаете, вот эти такие, это не следы в истории, это просто такие страницы, которые объединяют народы. И мне не хотелось бы, чтобы такие страницы славной нашей истории, украинской, чеченской, они могли быть каким-то образом запятнаны такими действиями нечеловеческими сегодня. Да, абсолютно верно. В Чечне нашли приют тысячи украинцев. В каждом, наверное, населенном пункте у нас есть дедушки, бабушки, которые из тех украинцев, они уже обчеченились, у них чеченские семьи и так далее, но у них чеченские имена, они мусульмане, но при всем при этом мы все знаем, что это люди из украинского общества. Это правда. Единственное, уважаемый Рифат Ага, я бы хотел бы не согласиться с тем моментом с вами, где вы говорите, что вы уже сказали, что с учетом спецслужб там, какая-то, может быть, информация есть. Да, вероятно, я, конечно, не могу отвечать ни за кого, я могу только гарантировать за себя, что я не являюсь ничьим агентом, но при всем при этом мы знаем прецедент, когда Тимура Тумгоева тоже выдали, он получил 18 лет срока, если бы он был бы агентом, да, и не произошло бы этого. Его очень сильно пытают до сих пор. Вот недавно была даже информация, что он очень сильно подвергался пыткам. И никто не понес ответственности.
Вот был снят Евгений Енин, да, это было, но его перевели замминистра иностранных дел, и сейчас он занимается делом по сбитому Боингу. Я об этом тоже там писал. Поэтому в этой части мне очень трудно согласиться, хотя я понимаю, что Украина находится в тяжелейшем положении, и я боюсь, что вот обвинения могут быть такими огульными, и особенно когда это касается защитников Украины, которые жертвуют своими жизнями, здоровьем и так далее. Уважаемый Рифат Ага, скажите мне, пожалуйста, что вы собираетесь предпринимать? Вот я знаю, что вы занимаетесь, ведете по этому поводу определенную работу. Что вы собираетесь предпринимать и какую помощь я и мы смогли бы вам отсюда оказать? Ну, смотрите, мы вчера имели некоторые обсуждение этих вопросов с теми людьми, которые очень близко восприняли эту ситуацию как угрожающую жизни людей. Я встречался с правозащитниками в Украине и с некоторыми бывшими своими коллегами по парламенту. Мы думаю, что буквально вот в ближайший день-два мы достучимся в некоторые кабинеты и попытаемся, чтобы в диалоге мы нашли выход из этой ситуации. Дело в том, что уже издан указ президента, эти списки, они утверждены. Конечно, президент Украины может внести изменения в эти списки, я надеюсь, что он их внесет, но для этого необходимо будет вот те фамилии 6-7 людей, которые просто, которые не должны быть с точки зрения практически всех в этом списке. Надо будет просто их быстро проверить. Я надеюсь, что нам это удастся. Я очень не хотел бы, чтобы дальнейший алгоритм действий власти, он привел бы к тому, чтобы эти наши опасения с вами стали бы подтверждаться, потому что, я еще раз хочу сказать, то, что этих людей не выйдут от России, я уверен сегодня. Хотя, видите, я немножко говорю с некоторой опаской, чтобы не ошибиться, но я не вижу и объяснения тому, почему эти люди должны искать пристанище в третьей, четвертой стране, если они здесь защищали украинское государство. Так нельзя поступать по отношению к своим защитникам. Давайте, пока я не буду конкретизировать, я думаю, что мы в ближайшее время найдем достойное для всех разрешение вот этой ситуации. Хорошо, спасибо вам большое, Рифат. Спасибо, что ответили на мои вопросы. И будем надеяться, что ситуация недоразумения разрешится и все будет хорошо. Я вам желаю успехов. Нам всем. Слава Украине! Героям слава! До свидания.